Що я шині бігала, над Бетлеєм зорка ясна, свету зазияла. Над Бетлеєм зорка ясна, свету зазияла. Где Христос родился, славным телом явился, ніби чоловік убогий, Ярюшки спалився, ніби чоловік убогий, Ярюшки спалився. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Вітаю всіх в цей другий день свято, як пригоже випадає, прям неділя, а як неділя, то кожен чує обов'язок, прийти в костел з любов'ю до Пана Бога, маю надію. Эту святую имшу буду справовать в интенции померлого Эдуарда Машала 6 месяцев по смерти, просячи радость життя вечного в Володарстве Небесном. Сегодня в костеле переживаем урочистость, а может свято святой семьи. Як же важная речь – это иметь добрую семью, якая має пропонувати детям любов и передавать справедливую веру, про якую мы будем и говорить, якое так само скерованное сегодняшнее Божие Слово. Перепросим за все наши грехи, как мы могли годно сложить эту наисвятейшую охвяру. Panie, Ty посланный здоровит скрушенных сердцем, zmiłuj над нами. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przyszedł poklикать grzeszników, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty siedzisz praworуча i cakap zastупаться za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłujется над нами Бог Всемогущий и отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Слава на высших Богу, а на земле супокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Ане Боже, Варвару небесный, Боже, Отче всемогутный, Ане Сыне ради народный, Иисус Христе, Ане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який яреш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який яреш на себе
грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворушайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышейший, Иисус Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ty dał nam jak świętую siamy, Боже, Ty dał nam святую семью, як приклад. Учини, просим, как мы, злученные взаимной любовью, наследовали ясноты в наших семьях и просвета досягнули вечной радостью Твоим небесным доме. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живе и владарит в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Аминь. Сядьте и выступаем божественно. Хто шанує Айця, той вчинить милостивлення за гріхи, а хто шанує Отця, той в этом скарбі збирає. Хто шанує Айця, той буде тішитися дітьми, і в день молитви своєї буде почутий. Хто шанує Айця, буде довго жити, а хто послуханий Пану, той буде потехою для матері своєї. Дитя підтримує Айця свого у старості і не случає його в житті його. Коли навіть покинє його розум, пусть поблажує, не погаджає, будучи в повноті своєї сили. Бо милосердний Тайця не буде забутим, буде викупленням за грехи твої. Бога слава Божу. Дякуємо Пану Богу. Szczęśliwy każdy, kto boится Pana. Szczęśliwy każdy, kto boится Pana. Szczęśliwy każdy, kto boится Pana, kto chodzi czerwonymi szlakami, plon pracy swoich będzie spożywać. Буде щасливий, добра Тобі путя. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Жонка Твоя, як врожайная виноградная лоза, у стенах дому Твоего. Сыны Твои, як оливковые паростки, вокруг стола Твоего. Щасливий кожний, хто боится Пана. Ось так буде благословленный человек, який боится Пана. Нехай благословит тебе Пан Сиону, и убачишь добробыт Єрусалем во все дни життя свого. щасливий кожний, хто боїться Пана. Другое читання сімейного життя в Пану. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, обраніться ж, як вибранці Божії, святі умиловані, у щиру милосердність, та прийну покору на вольність, довготерпливість, терпячи одно одного і даруючи собі взаємно, коли хто на кого має кривду, як Пан дарував вам, так і ви. А понад усім ведом обраніться в любов, яка є повість до досконалості, і нехай владарить у серцях ваших спокій Христовий, до якого ви покликані в одному тілі.
і будьте удячними. Слово Христа нехай живе у вас во всій повноті, з усією мудростю навчайте і наставляйте одне одного псалмами, гімнами і духовними піснями, з удячністю співаючи у серцях ваших Богу. І все, що б ви не робили, словом чи учинком, усе робіть у ім'я Пана Єсуса, дякуючи про Його Богу Отцу. Жонки, підпорядковуйтеся мужам вашим, як належить у Пану. Мужи, кохайте жонок і не будьте суровими до їх. Діти, будьте послухняними батькам вашим во всім, бо це подобається Пану. Отцы, не раздражняйте детей ваших копейными падами духом. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай володарить у серцях ваших супокой Христовий, Слово Христа нехай живе у вас во усім панує. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. І з духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Слава Тобі. Бацькі ягоныя хадзілі штогод у Єрусалім на свята Пасхі. І калі яму было 12 гадоў, яны прыйшлі паводле звычаю ў Єрусалім на свята. Калі пасля заканчэння дзён свята яны вярталіся, засталося дзіцятка Езус у Єрусалім, і не заўважылі гэта ягоныя бацькі. Думаючы, што ён ідзе з падарожнікамі, пайшлі дзень дарогі і тады пачалі шукаць яго між сваякамі і знаёмымі. Не знайшоўшы, вярнуліся ў Єрусалім, шукаючы яго. І сталася, што пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. Усе ж, хто слухаў яго, дзівіліся розуму і адкрытым і адказам ягоным. І, убачыўшы гэта, здзівіліся і сказала яму маці ягоная: «Сыне, чаму ж ты зрабіў нам гэта? Вось айцец твой і я у вялікім смутку шукалі цябе». І сказаў ім: «Чаго вы мяне шукалі? Ці не ведаеце, што мне трэба быць у тым, што належыць айцу майму?» А яны не зразумелі таго, што ён сказаў ім. І, пайшоўшы з імі, прыйшоў у Назарэт і быў ім паслухмяны. А маці ягоная захавала усе гэтыя словы ў сэрцы сваім. Езус жа ўзрастаў у мудрасці, у гадах і ў ласцы, у Бога і ў людзей. Гэта слова Пана. Слава Тобі, Христе. Урачыстасць святой сям'і, хтосьці бы сказаў, гэта святая сям'я не мела ніякіх клопатаў, ніякіх цяжкасцей у сваім жыцці. Калі мы так думаем, то памыляемся. Хтось сказаў, Марія ўжо была створана, бездоганна зачатая, без граху. Юзеф святы чалавек, але не. Не так это ўсё і проста. Калі хто глядзеў з вас кіно, которое называется «Народины», где говорится про нараджэнне Иисуса Христа, ёсць там такая сцена, амаль не на сам пачатак якойсьці частцы гэтага фільму, што Юзеф даведаўся, што Марыя цяжарная. І калі даведаўся, паводле традыцыі жыдоўскай выставіў яе на вуліцу і хацеў каменаваць. І трымаў уже камень у руках, каб кінуць гэты камень. І перад ім у пэўны момант з'явіўся анёл, і который вытлумачыў яму, што Юзефе, вось Марыя, яна зачала ад Духа Святога. Цікава, як бы вы паступілі, каб даведаліся, што сапраўды ваша жонка беременна і невядома ад каго, альбо перакананыя былі, што не ад вас.
І так видавалося, што вось якая традыцыя калісьці была кінуць першым камень у сваю жонку. Вельмі вялікі смутак. Я припомню одразу історію, яка адбулася сапраўды не так давно, у 20 стагоддзе. Карло Каретто, писарь христианский, который был на пустыне и исследовал там как разные речи. Когда он был на этой пустыне, встретил одну такую молодую семью. И все говорили, она станет благословленной, она станет благословленной. Але не зим. И такие плетки там расходились по этой пустыне, пока он там был. Але за кисть час вернулся, поехал на свою родину, потом снова вернулся на эту пустыню и стекалось там, что с этой семьей? Что с этой молодой семьей? И на пустыне такие запановала, там и так тишина, а в этих знакомых запановала такая тишина. Никто не хотел сказать, только один показал. Показал так, что жонку задушили. Дитя не было от этого мужа, как семья, на семью не тыкали пальцами, как не показывали, то единственная речь, как отрывать пашану перед людьми, то зробили так по цій традиції. Подається, що не так давно, справді, це було. Не так давно було, кажу, Каретти, цей випадок описує. І подобне трошки до того, що відбулося з Юзефом. На Юзеф, коли вже тримав цей камінь, поставив, говорить, ні, однако я признаю, що це дитя буде моє. То взагалі на його тикали пальцем, ти тхуш, або боїшся, або ти якийсь не ведаю, хто є. Сам наихудший человек, что боишься поступить згодно с нашим законом, быть как мужиком. А ты веришь в что с тебе здрачено. И Юзефа так тыкали пальцами. Непростый выход у життя, але оказывается вельми тяжкий и складанный. Поглядим, что нам сегодня подносит Евангелие. Что нам сегодня подносит Евангелие и говорит про святую семью. Иисус там загубился. И батьки пытаются того, что там это зробил, и отказ Иисуса, як мені ще не подобається, і хочу сьогодні до його віднестися. І сказав їм, чого ви мене шукали? Чи ви не ведали, що мені треба бути тим, що належить Отцу моєму? А що належить Отцу моєму? Ну, святиня. Святиня не тільки з маленької літерки «С», але святиня з великої літерки «С», яку ми творимо всі, як люди, чи католики, чи православні, чи протестанти. Припомню себе таку ситуацію, як я був у костеле, працавал у Польши, у Курску. Там костел, который колись называли протестанты. И он размалеванный вельми пригожий заводковый костел, обновленный так само. И мне зацікавила там одна вельми цікавая речь, что як заходишь в этот костел, там есть шмат цікавых речей, а найцікавіша такая, что на лавках, где люди сидят, были наверхи. А до одного там, когда 89, наверхи были расставлены на кожной лавке. Заинтересовался на кожное место и на кожной лавке, не только там на кожной лавке, на кожном месте, где человек сидел. Заинтересовался, чему это было. Оказывается, что у костеле так само было, а в первых часах в костеле протестантским, евангелийским, было так, что люди себе выкупляли место, как сидеть на одном месте. Скажу вам больше, выкупляли это место не только на 1 год, но было так само, что на 1 год, выкупляли место на все свое житие, как сидеть у костеля. А еще вам скажу больше, купляли это место не только для себя, а покупляли, платили великие гроши, вельми великие гроши, купляли это место для своих детей. И прикладом было то, как это место не пустовало, как оно было занято на победной службе, на победный час, как там было в тех местах, кто никто не имел права сесть там. Про что вы это говорите? Что Мария с Юзефом приготовили Иисуса поводле традиции. Поводле веры, привели его в святыню, как передать эту веру. Поглядим на приповесть библійную сина марнотравного, який батька правдоподобно його захочу, останься син, не йди, бо ти загинеш в этом світі, останься при мне. Але син, конечно, сказав, що хочу йти, і батька ушанував волю своего сына, отдал ему его маемость, сын пошел, и коли сын растрывонил всю маемость, растрывонил веру, какая была ему дана праз Бога Отца, потратил ее, загубил, сидел на згріштах, чи сидел на дне своего життя. Може, хотел отобрать это життя себе, сказал, а пойду я, вернусь до своего батьки и попрошу пробачення.
І паглядзіце, як прыгожы гэта прыклад. Гэтая вера, якая яму была перададзена праз Атакабацку. Ён вяртаецца каб гэтай верай зачарпнуць новы сэнс свайго жыцця. Для нас, браты і сёстры, гэта такі знак, што можам голову падняць, калі выхоўваем сваіх дзяцей згодна з верай, калі ім гэтую веру перадаем. І калі яны адварачваюцца дзесьці ідуць у напрамку, так нам паказвае гэта сітуацыя, што дзесьці іскарка гэтай веры астаецца. Ян Твардоўскі, пісьменнік, якога мы таксама добра ведаем і чытаем, ёсць таксама вершы, пераведзеныя на беларускую мову, описывая одну цікавую ситуацию з костела. Сидел он у костеле и почул великий крик людей у костеле. Люди начали нарекать на что-то. Вышел, конечно, его это вытянуло, пошел под конец костела и смотрел, что до костела вошла женщина, якая опускается, и стояла даже перед костелом, czyli так званая по-нашему проститутка была. И люди начали, тебе не место тут, тебе сюда нельзя, и так далее, ты иди, ты вообще негодная, начали кричать. А она вошла и плачет, и ничего не может сказать. Ну и Ян Твардовский, ksiądz говорит, что ты плачешь, она не может ничего отказать, заухал ее за Христу, начал ее разбавлять, и она сказала в этих слезах. Вот стояла так на улице, чекала на следующего, на наступного своего клиента. И падал этот белый снег. Этот белый снег так меня покрыл, стала такой белой, и припомнила я свою белую сукеночку, когда я шла первый раз до Святой Коммунии. И это припомнение, это кавалак веры, привел ее в святыню, як написала эта женщина от этого момента. Звичайный белый снег, такие 10 что стихов, изменила свое життя, нашла Бога еще раз, вернулась до Бога и в этом Богу поклала надежду. А что тут много говорить? Достоевский. Вельми добре мы его знаем, читаем в школе, когда читали у такой книзе, як «Унижение и оскорбление», есть там такая ситуация, где головный герой этого Раскольников, он там был такой головный герой, мая сустракая женщину, девчину, которая называется Соня, и говорит, ведаешь, в твоей ситуации, в какой ты занимаешься, як ведешь теперь життя, тебе лучше лепей это життя отобрать. Може кинуться з мосту, може якийсь спосіб повинні самобійства. Как земля гэтая і тебе лепей не носила, бо ты непригодная до ничего. И она пришла и отчинила Евангелие поводле святого Яна, отчинила приповесть, где есть об воскрешении Лазара, и прочитала эту приповесть, и эта приповесть, это святло Евангелие, это кавалок веры, переменил ее життя, что она свое життя взяла у руки и начала вести вельми доброе и пригодное життя моральное. Брати і сестри, вера. Чим є ця вера, яку так само нам батьки передали? Бо вера подносит человека. И не боимся в наших семьях, бо первая речь, до якой мы повинны выховывать своих детей, это доверие. Есть такая реклама у Польши, у телебачения летит, реклама, страховая реклама, где старший мужик и женщина говорят так: застрахуй свое життя на смерть. Бо коли помрешь ты, как твои дети не имели клопоту, а как с этой страховки взяли гроши на похование. И так я подумал, об чем мне говорить? Это реклама, которая меня больше пиратует. И мы боятся смерти. Какая разница, человек помрет, чи будет похование, чи не будет похование. И они не переживают того, что не передали вере своим детям. Вот это самое наиважнейшее и головное речь. Бо дякуючи вері, ми можемо ісцілити свою сім'ю. Бо дякуючи вері, чоловік може дойти до Пана Бога. Один з моїх знайомих святоров колись сказав так, що прийшла до його одна пара, которая уже не имела выхода в свою семью, уже доходила до разводу один на одного, имели великие претензии, обкидали разными речами, видел каждый один одного, какие есть раны, хотя раны не то, что раздравливал, а экраны раздравливать, растягивать их. Тогда начинает гнить, ропеть, смердеть тебе дома. И один одному уже человек, эти люди не подавались в суженстве. Шматаясь против одного, что помели. И один каждый день клучились зельные моцно и кричали, что не могли один одного глядеть. И пришли по параду до этого конца. Вот я не ведал, что им отказать. Али
просил Духа Святого, и Дух Святый мне сказал, нехай теперь обновят суженские обетания. Мы сегодня так само после Хавилии, после вызнания веры обновим суженские обетания. Нехай обновят эти суженские обетания. Потом попросил я, как они клянчили передо мной, вытянул над ними руки и молился Духу Святым. Зарецитуй их память, czyli стери их память, то, что они не памятали преданное. Стери, как они не памятали, как они любили и чаровали за одного. И все, поскольку, говорит старей, я не имел часу, и они повстали и пошли до своих обовязков, я так само выехал оттуда за несколько годов. Я вернулся в эту парафию, и это суженство пришло как подяковать мне. За что? Говорить, ksiądz, і говорить, посвячення своє життя, ksiądz. Ми як вийшли після складення обновлення цих обіцянь за святими, ми поглядели один одного, засміялися і говорили, а чого ви крутитеся? Брати і сестри, Дух Святий стер їхню пам'ять. Стер їхню пам'ять цього древнього, що вони мали один проти одного. І їхнє суженство від цього моменту видавалося, що вже все, і нам лежить сама крест свого життя. И оно исцелилось. Эта вера исцелила суженство. Як же важная речь молитва и вера в Святой Землі. І апостольний приклад зі Святого Писання, коли поглядим на життя Авраама, який так само нарекає до Пана Бога, що немає потомка. І в певному моменті допускає в этой розпачі мислі, что Бог ему дозволяет, как он имел дитё со своей служанкой, какая там была. И справді служанка ему нарожает это дитя. Это что в Писании можно дальше не читать. А и далее, нарекая на Пана Бога, говорит, Пане Боже, это не то, что я хочу. И тогда, когда вельми моцно нарекая, Пан Бог подходит и говорит, подними голову свою, погляди наверх. Столько зорок, такое будет твое потомство. И твоя Сара народит тебе дитя. И Авраам уже имел колосотки. Сара так сама була вельми старая, але народжає йому сина. Народжає йому сина, бо вяра, яку імів Авраам, Ізаака. І пам'ятаєте про цього сина Ізаака. І Бог випробовує віру ще раз Авраама. Єдинственного сина говорить, іди і зложи мені в охляри. А в який спосіб? Ну, прирежи, як овечку. В такий спосіб. І йде Ізаак, і тягне ті дрова на знак крижа Ісуса Христа. Ісус Христос так само тянув дрова, czyli belku на якій буде крижувати. І коли вже Авраам був готовий підняти цю ножку, Бог об'явився, послав свого ангела, сказав, не треба, я ведаю, що ти готовий виречитися навіть свого життя для віри. Яка це віра у наших сім'ях? Чи ми готові цією вірою ділитися один з одним? І потім, може, вельми часто нарікає, що в нашому житті не є так, як ми хочемо. Вера Авраама. Повстанем мы знаем нашу веру. Веру в один Бога, в одиного Бога, Отца Всемогущего, Творителя неба и земли. Всяко важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не створного, одиносудного Отцу, ради якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втеловился от Духа Святого, Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по воле Писания, и взошел на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і його владарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцу, який зайця і сина походить, якому разом зайцом і сином належить поклонення і хвала, який промовляв раз пророков, веру в один святый католицкий апостольский костел, вызнаю один Христ,
для отпущения грехов и шакального воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Запрошаю теперь суженков, вышли на середину, подали один одному правую руку, будем править обновление суженской присяги. Добре, не стесняемся, вельми много. Будем просить ласки потребные для вас, для вашей семьи, как сопроводит эта вера у вас помножалась. Или Бог так само. Дорогие служенцы, при заключении служенства вы случились одно з одним у Христі на все життя. Обіцяли любити і шанувати одно одного до конца життя. Тепер подайте одно одному правую руку. Поглядите себе глибоко в очі и выкажите перед обличием Бога и Костела свою готовность обновить служенские обещания. Тому питаюся у кожного з вас, чи хочете ви ще більше досконало любити одно одного, наслідуючи любов Христа, який віддав за вас життя? Глядим один на одного, на мені не треба. Чи хочете ви шанувати одно одного і ще більше жити у досконалой служенской верности? Чи хочете ви підтримувати одно одного у щасті, в нещасті, у здоров'ї і хворобі до кінця вашого життя? Усемогутний Бог, від якого походять усі наші доброти і помкнення, нехай умацує вашою волю і одолить вас своєю ласкою, як ви заставалися вірними своїм служенським обіцянням і були годні отримати вічне життя. Раз Христа, Пана нашого, один одного поцелуем и разойдемся на свои места. Можно вас ускорять. Памяти в этом анекдоте, там своих мужиков и своих жен. Там в анекдоте едет дедуля с бабулей, и там глядит дедуля с бабулей, как молодая пара стоит, обнимается, целуется, аж не может находиться, шушит посуться. И так дедуля бабуля глядит, а бабуля говорит: а ты что, а ты можешь так? А дедуля говорит: а думаешь, нам не дозволить? Разом с Иисусом, Марией и Юзефом узнесем до Бога Отца наши молитвы. Молимся за святый Костелка про свою деятельность, сведшую об любови Иисуса Христа до каждого человека. Тебе просим. Молимся за тех, кто в нашей краине занимается проблемами семьи, как клопотились про соправдное добро для детей. Тебе просим. Молимся за католические семьи, как наследовали святую семью и жили в щирой любови. Тебе просим. Молимся за семьи, которые распались, как с Божьей допомогой они знайшли шлях до порозумения. Тебе просим. Молимся за тех, кто мая намер створить семью, как добрая, подрихтовались до этого отказного кроку в своем житии. Тебе просим. Молимся за наших близких померлых, батьков так само. Але у особливий спосіб за святої пам'яті Едуарда, 6 місяців до смерті, як добрий Бог прийняв його володарство небесне. Тебе просим. За нас присутних на этой святой мши, как святочный час, еще больше поеднал нас с Богом и нашими ближними. Тебе просим. Всемогутний Боже, прими ласкаво все просьбы и учеников нашей семьи жили у тем самым духу, який наполнял святую семью вас Христа Пана нашего. Щира з любов'ю огням усягала, люленькі, ти моє дитятка, люленькі, люби, света немовлятка, з неба ангел на землю прийшов.
супокоит, без цунами будьте, любви. Божа наша солнце, люленьки, благодарности. Молитесь за мою и вашу офяру, неопохольте всемогутное. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук твоих на прославление и хвалу имя Своего, а само на корысть нам и всему костелу святому. Боже наш Отче, складаючи тобі велику офяру, милостивлення покорна тебе просим, как раз заступи слава Богородицы Манны Святого Юсуфа, Ты одарил наши семьи Твоей ласкавицы покоем крас Христа, Пана нашего. Аминь. Благослови. И Духом Твоим. Уговору сердце, устойчивый давана, подякуем Павлу Богу нашему. Naprawdę godna, eta i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, jak my zawsiądy i wsiudy Tobie składali podziaku. Panie Święty Ojcze, всемогутny, wieczny Boża, w obraz tajemnicą wcielowionego Słowa, zadziała dla oczej naszej duszy nowe światło Twojej chwały. Как мы, познаючи Бога, убачна и постачи, были узнесены до любови необычных речов. Саму небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами анgelом прославляем Тебе, разом зими ускрикаючи. Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана. Осанна на Правди Божа, Ty święty i sprawiedliwa, chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, obraz Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrysta, dzięki Ojca i Ducha Świętego Ty все оживляешь и встречаешь, и неспынно збираешь народ Твой, как от усходу солнца и до заходу, складал имени Твоему чистую офяру. Тому едности з усім костелом в найсвятейший день, коли благословленная Мария, у непорушной девости, народила свету Спасца, пред Его покорно молит Тебе, Пане. Освяти Божию Духа Твоего в эти дары, какие мы принесли Тебе на офяру, как стали селями, телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказав здійсняти эту таємницю. Моєму ту ніч, коли був видадений, взяв хліб і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з этого все, бо это есть тело мое, якое за вас буде видано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich i podzięku Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з яго все, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага заповеду, якая за вас і за многіх будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таємниця віри. Очищаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа хвале.
Panie, wspominajući zlavčinu muku Tvojego Syna, tak samo jako cudowne umartwienie i niebo chrzeście. I czekając Jego drugого przyjścia Spasiaka i składają Tobie эту живую и святую ахвяру. Взглянь, просим, на дар Твоего Костела и прими его, як ахвяру, якой Ты пожелал быть умилостивленный, да Твой, как мы, узмотненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, сталися одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он Сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли принимать спадщину с выбранниками Твоими, najpierw z Najświętейшей Panny Bogorодицей Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым архаёлом Михаилом, анёлами и всеми святыми про заступництво, яких мы сподеемся на Твою нестовную допомогу. Просим Тебе, Panie, niechaj эта ахвяра нашего появления принесе всему свету супокой и избавление, будь ласкавый умацовать у веры и любови Костел Твой, який пильгримує на землі, со слугой Твоим папом нашим Францишком, biskupom naszym Józefem, z usimi biskupami, всім духовенством і всім народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбу к этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей пришел с этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, к образом зими, заўсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христові у Христе, Тобі, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, празу Тебе, веки вечные. Amen. Сын Божий стал человеком, как мы могли стать детьми Божьими, и тому полной вдячности осмеливаемся оказать. Отче наш, который идешь в небе, святися имя Твое, приди благодарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого, дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бог Твоего благодарства и моц и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Божий, я Тебя вечно себе, враги свету, милуйся нам. Божий, я Тебя вечно себе, враги свету, милуйся над нами. Божий, я Тебя вечно себе, враги свету, одари нас упокоем. Бось бараны Божий, бось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечер Ягодою. Пане, я не варту, как Ты вошел до меня,
але скажи только слово, и будет оздоровлена душа.
А вчора свячора засвятила зора, засвятила зора. Зора засвятила, свету звеселила, свету звеселила. Свету звеселимся, свету звеселимся, Христос народился, Христос народился. Люди, поспешайте, люди, поспешайте, звалцу, привитайте, звалцу, привитайте. Христа нарождение людям, наславление людям, наславление. Молимся. Милосердный Ojcze, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учини, просим, как мы верно следовали приклад святой семьи, и после хлопотов этого веку разум с ёю удельничали в радости вечной. Раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявы. Поведомление конференции католических епископов Беларуси на свято Святой Семьи, духовенства, консекрованных особ и светских верников и всех людей доброй воли. У першую неделю після урочистості народження Пана католицький костел означає свято Святої Сім'ї, яке одночасово з'являється святом усіх сім'їв, бо слово «сім'я» – це огульне ім'я найсвятейшей сім'ї з Назарету і кожної сім'ї. Сім'я походить від Бога і веде до Бога. Це свято почало означатися у різних країнах з 18 століття і було затверджено папом Львом XIII. По решению Папы Бенедикта XV оно почало означаться во всех костелах таким чином костел, показывая суженство, як простоту освячения и место, где отбываются великие речи. Одна из таких великих речей – это духовное усыновление, кое многие из вас здесь сняли 9 месяцев тому во урочистое священнование Пана. Вы, якие дотрывали до конца, ведаете, это нелегко заставаться послідовним и непорушным, как стримать обовязок молитвы и интенции дитяти, что находится во лоне мати, якому погрожає небезпека аборту. Ваша отвага оберегая хлущу этого свету, якая каже, что земля нібито перенаселение. Сегодня у свята Святой Семьи мы хотим подяковать вам за открытость и отвагу и подтримать життя от зачаття аж до натуральної смерті. Стоячи на порозі нового 22-го года, який неузабавно розпочнеться, ми желаємо, щоб він принес християнським сім'ям нові сили для служення життю чоловічої особи. Нехай усім гэтым намаганням і ініціативам сподорожничає наше пасторське благословення, яке від усього серця вам уділяє католицький єпископ Білорусі, підписав Олег Буткевич, biskup Witebski, старшина конференции католических епископов у Беларуси. Объявы душпасторские 27 снежня у понедельник у спомин святого Яна Апостола Евангелиста. У этот день отбывается благословление вина. Кто придя, приносим 2 бутылки вина. Одну для себя, другую для ксенза Яна. Коли кто шанует, что ксенза Александра, его тоже можно приносить. Я буду благословить и подарки выбирать. Интернет пришло, уже все смеются. 28 снежня во второк свята святых немовлят мучеников. 1 студеня у суботу урочиста Святой Богородицы Марии. День молитваў об супокоі ў свете. У этот день кожны мае обовязок под грехом тяжким удзельнічаць у святой імшы. Расклад імшаў на гэтым тыдні нормальны, як заўжды, у пятницу 31 снежня у 19:00 пасля святой імшы набажэнства на заканчэнне года. У гэты дзень можна атрымаць поўны адпуск за прачытанне гімна «Тебе Бога прославляем».
Як подяка Пану Богу за отримані ласки, так само на у этот день уделена диспенса, дозволено споживать мясные стравы. Відомо, у п'ятницю можна їсти м'ясо, не тільки у эту, але так само ще і у наступний, на 7 студеня, так само єпископат Білорусі уділив диспенсу з нагоди того, що будемо святкувати, видите, що Боже народження наших братов православних, так що м'ясо можна цілий холодильник купляти. 1 студеня у суботу, святые имши, першая будет в 00:00, святая имша на розпочатку Нового года. Наступные отбудутся у 12, у 15 и у 19. Святых имша у 9, у 10:30 не будет. Он на этой имши только Христи приходил, я сам, какие были отправлены. Навіть якщо справа вашу виставав, пам'ятаєте, я сам себе целебровал, отправлял интенции и все. Czyli pierwsza imsza o 00, kiedy łaska, że na tej imszach, kiedy kto będzie o 00, nie obязательно приходить у 12 albo 15 albo 19, ale kiedy kto może tam zapraszanie. В этот день можно отрывать полный путь за прочитание гимна «О Створитель Дух Святый приди». Колядные ответы на нашей парафии распочинаются после Нового года. Можно записываться, когда кто будет хотеть подумать, когда. Каждый день в нашей каплице привая адорация Пана Иисуса в наисвятейшем сакраменте реденции нашей родимой. У четверг с 14 до 20:30, іншие дни с 14 до 19. Дякуємо сердечно усім за приготування свята у нашій парафії, проведення суботника, прибирання каплиці, приготування нігілітного кірбаша, за речі складені на каритас, приготування Божонародженої дитячої постанови. Дякуємо усім за усю, нехай Бога вдячить. Дякую за керування на будову за супольну індивідуальну молитву, за спів я праву літургічну і так само тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменини, юбілей, хто чекає на родин дітей, за добродею, пригадав у нашій парафії, так само обнові добродею будівництва Санктуарі Божої Благодатності, і за нас даручаючи кожного голосовку, обіці Маті Божої Руженцової. Твоєю обороні віддаємося. Святая Богородица, и наши потребы, не погождай молитвы нашим, и от всякой злой пригоды выправляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, упование наше, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поряднай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. Прийміться Боже благословення, нехай оно вас наповнить справедливим супокоєм і радостю, і помножить вашу суженскую любов. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословляє вас Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам оборони, супроть спокуси і пастор Злого Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, с могутностью Божией, силу пекла шатана и інших злих духов, які нас будуть душною посвіті. помолимся за Эдуарда, померлого из наших близких, померлых из наших близких, померлых батьков, суженков, а неопанський звездовал Панні Марії. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Божья слуга Панская. Нехай пристанется погоды Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. А слово сталося телом. И поселилась в нас. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Марія, Мати Божия, молися за нас грешних, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Молися за нас, Святая Богородица.
Касайся любовными притязаниями слов. Молимся, всемогутный вечный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как познавший Пазаневское звествование, утеловление Христа Твоего Сына, прозмуку Его, и коль были доведены до хвалы у воскрешения, раз Христа Пана нашего, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я была справедлива, за всю и на веки вечные. Добрый Jezu nasz Panie, Дай вечное слава. niechaj odpoczywają w usupokoju wiecznym. Amen. Zaśpiewajmy w kwiatku. Заспевай песню, что и мы пяем. Слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях и спокой на земле. И спокой кланялись всему, отдали пожану Богу нашему. Слава на вышинях и спокой на земле. Слава на вышинях и спокой на земле. Отпустился ты отсюда там, неведомых на земле ранее людям. Слава на вышинях и спокой на земле.